Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, тыңдармандар, көрермендер. Енді бүгінгі кездесуімізге өте қуаныштым. Біріншіден, енді Павлодар облысы Әділет департаментінің кейбір бағыттарын атап өтейін. Әділет департаменті халықпен диалог құруға әрдайым ашық. Оны сіздер өздеріңіз білесіздер, әрдайым. Бұл көптеген мемлекеттік органдар жұмыс жасайтын е-өтініш базасы арқылы жүзеге асырылады. Яғни осы база арқылы азаматтар үйден шықпай-ақ онлайн форматта мемлекеттік органдарға жүгіне алады. Біздің департаментке де өз өтініштерін жолдап, оларға жауап ала алады. 2024 жылы е-өтініш базасында 5656 өтініш тіркелді. Оның ішінде 3184 өтініш электронды түрде түсті. На сегодняшний день Департаментом юстиции оказывается 11 видов государственных услуг. За прошедший год Департаментом юстиции оказано 2702 государственные услуги, из них в электронном виде 1741 государственных услуг, в бумажном варианте 961 услуг. Некоторые услуги оказываются и в альтернативном порядке, потому что то есть альтернативный вариант никто не отменял пока что на сегодняшний день. Как всем известно, президентом Республики Казахстан была инициирована государственная программа «Цифровой Казахстан», в рамках которой были заложены первые шаги по внедрению искусственного интеллекта, а также полный переход на предоставление услуг в электронном формате. Президент страны поручил правительству обеспечить полномасштабное развитие цифровизации. Это наша стратегическая задача, он говорил. В рамках основных задач Министерством юстиции на сегодняшний день реализуется портфель Digital Justice, портфель проекта, предусматривающий меры по повышению качества и доступности услуг с экономией финансовых и временных затрат граждан, в том числе по применению искусственного интеллекта. В настоящее время запущена единая информационная система юридической помощи «Е-Заң Көмегі», предназначенная для предоставления и получения юридических услуг в онлайн-режиме на сайте eup.kz. Также доступно мобильное приложение «Заң Көмегі», в рамках которого граждане могут получать ответы на интересующие их правовые вопросы посредством видеозвонка. Кроме того, Министерством юстиции прорабатывается вопрос по разработке встроенного искусственного интеллекта, помощника, чат-бота ITK, предназначенного для получения юридической консультации в упрощенном для восприятия форме, а также для сбора всех необходимых документов. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается. На сегодня все услуги Департамента юстиции доступны на сайте egov.kz. При этом Министерством юстиции активно продолжаются работы по реинжинирингу и переводу в полный электронный формат услуг. Касательно государственных услуг, проведения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью частных судебных исполнителей, нотариусов и адвокатов, Министерством юстиции Республики Казахстан запущен пилотный проект, который проводится по республике на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, в котором предусмотрено исключение очного прохождения комиссионного собеседования в органах юстиции. Вместо этого аттестуемые проходят компьютерное тестирование на базе филиала Академии государственного управления. Данный проект продлен еще до конца текущего года. Преимуществами данного проекта являются обеспечение безопасности тестирования и его прозрачности, исключение человеческого фактора при прохождении тестирования, выявление запрещенных предметов с использованием искусственного интеллекта и протоколирование нарушений, а также позволяет по истечении 30 дней при вынесении решения о неаттестации претенденту подать повторное заявление на прохождение аттестации. С начала пилотного проекта допущено на участие в аттестации на занятия адвокатской,
на занятия адвокатской, нотариальной и деятельностью частного судебного исполнителя в количестве 181 претендента, из которых признаны аттестованными 17. Это нотариат 10 человек, адвокатура 5, на занятия деятельностью частных судебных исполнителей 2. С января 2021 года автоматизирована государственная услуга апостилирования официальных документов, исходящих из органов юстиции, регистрации актов гражданского состояния и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан. В этой связи, находясь за пределами Республики Казахстан, имея электронно-цифровую подпись и карту любого банка для оплаты государственной пошлины, возможно подать заявку через портал электронного правительства для получения государственной услуги по апостилированию официальных документов. Данная автоматизированная процедура дает возможность гражданам получать государственную услугу полностью в онлайн-режиме. Результат электронного апостиля формируется в электронном формате в виде файла PDF-формате, в котором содержится штамп «Апостиль» вместе со сканированной копией официального документа. Также процесс регистрации смерти в настоящее время упрощен путем интеграции информационных систем регистрации актов гражданского состояния и здравоохранения. После оформления соответствующих сведений в отношении умершего лица в информационной системе здравоохранения информация автоматически передается в информационную систему регистрации актов гражданского состояния, где производится регистрация смерти без необходимости участия и дополнительных действий со стороны заявителя. Свидетельство о смерти при регистрации не составляется. После совершения государственной регистрации смерти формируется уведомление о смерти, которое можно получить посредством веб-портала электронного правительства, для чего заявителю необходимо наличие ЦП и знать ИИН умершего. Стоит отметить, что после принятия законодательных изменений заинтересованные государственные органы, нотариусы, это налогоскорпорация, ЕНПФ, правительство для граждан, информированы о недопустимости истребования излишних документов, в том числе свидетельств о государственной регистрации смерти на бумажном носителе. Государственная регистрация смерти производится в любом регистрирующем органе на территории Республики Казахстан. Также для удобства пользования услугами нотариусов разработан проект «Цифровой нотариат». Данный проект предполагает перевод нотариальных услуг в онлайн-формат без дополнительных затрат со стороны граждан и потери дохода нотариусов. Министерством юстиции совместно с Республиканской нотариальной палатой ряд нотариальных услуг переведены в онлайн-формат, такие как доверенности, консультации и согласия супругов. Граждане имеют возможность получать эти услуги в онлайн-формате по видеозвонку без посещения нотариуса. Все сформированные документы отображаются в сервисе «Цифровые документы». Идентификацию клиента реализовали посредством применения средств биометрии. Это позволило исключить риски ошибок в идентификации внешне схожих лиц. В целях информационной безопасности дополнительно клиент проходит двухфакторную аутентификацию в виде СМС-кода и ЭЦП. Результатом проводимой работы является прежде всего безопасность и удобство получения услуг населением, сокращение времени и других затрат, связанных с физическим обращением к нотариусу. С момента запуска проекта, а это апрель 2023 года, граждане Казахстана смогли законно оформить около 200 тысяч доверенностей и 70 тысяч согласий супругов, не посещая нотариусов. Жителями Павлодарской области оформлено порядка 1968 цифровых доверенностей. Это все виды доверенности, кроме доверенности на распоряжение имуществом. Это показатель все-таки востребованности данного сервиса среди населения. Также одной из важных сфер деятельности органов юстиции является сфера исполнительного производства. На сегодняшний день по Павлодарской области находится на исполнении 235 124 исполнительных производств, из которых 16 604 документов – это взыскание алиментов, 11 752 находятся на периодическом исполнении, 3904 алиментчиков являются самозанятыми и алименты выплачиваются самостоятельно.
Как показывает практика, качество исполнения в данном направлении улучшается с каждым годом, так как внедряются новые механизмы исполнения, как алгоритм взаимодействия судебных исполнителей и центров занятости населения по вопросам трудоустройства, по организации ярмарок вакансий для нетрудоспособных должников, имеющих задолженность по алиментам более 3 месяцев. В Павлодарской области имеется специализированная группа из числа опытных частных судебных исполнителей, это город Павлодар 9 и Экибастуз 3 частных судебных исполнителя, работающих по осуществлению деятельности, направленной на исполнение исполнительных производств о взыскании алиментов. С момента создания специальной группы наблюдаются уже положительные изменения. Также одним из действенных методов является привлечение должника к ответственности. С начала текущего года Департаментом юстиции к административной ответственности уже привлечено 53 должников. С начала текущего года привлечено 3 должников к уголовной ответственности по статье 139 УК РК. В рамках исполнения исполнительных производств в категории о взыскании алиментов Департаментом совместно с частными судебными исполнителями Павлодарской области, органами полиции с 24 января текущего года начались рейдовые мероприятия, в ходе которых проведен поквартирный обход должников, составлены акты о непроживании, вручены уведомления о необходимости постановки на учет в качестве лица, нуждающегося в трудоустройстве, а также составлено 13 протоколов о привлечении должников к административной ответственности. Я думаю, после таких действенных мер все-таки категория должников задумаются о том, что необходимо все-таки, наверное, свои отцовские обязанности выполнять в отношении своих несовершеннолетних детей. Одно недвижимое имущество передано взыскателю в счет погашения задолженности по алиментам на сумму 6 миллионов 426 957 тенге. Также проводится работа по трудоустройству должников по алиментам. С начала года 142 должникам вручены уведомления о явке в Центр координации занятости населения для постановки на учет в качестве лица, нуждающегося в трудоустройстве. Из них трудоустроено 14 должников через Центр занятости и самостоятельно после проведенной работы с ними. Департаментом юстиции Павлодарской области инициирован новый подход совместно с органами прокуратуры и региональной палатой частных судебных исполнителей по ограничению и выявлению должников по категории о взыскании алиментов от участия в азартных играх. Департаментом в адрес частных судебных исполнителей направлено письмо о принятии мер в отношении должников, имеющих задолженность по алиментам, в целях выявления электронных кошельков, зарегистрированных в электронных казино и букмекерских компаниях. В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, основанием для применения мер принудительного исполнения является исполнительный документ, принятый судебным исполнителем в его производство. Также в соответствии закона 32 судебный исполнитель обязан принять меры по обеспечению исполнения исполнительных документов. То есть частный судебный исполнитель обязан запретить должнику совершать определенные действия. В этой части частными судебными исполнителями предпринимаются соответствующие меры по ограничению участия в азартных играх должников, имеющих задолженность по алиментам по исполнительным документам. В августе прошлого года Министерство юстиции совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей запустило пилотный проект по внедрению робота судебного исполнителя. Цифровой судебный исполнитель имеет ряд преимуществ. Во-первых, освобождены от расходов по оплате деятельности частных судебных исполнителей и визитов к ним, так как все действия совершаются автоматически. Во-вторых, имеется фиксация доставки и прочтения уведомления. Так, после возбуждения производства до 20 МРП робот направляет должнику уведомления с детальной информацией об упрощенном производстве по нескольким каналам СМС-сообщения. В-третьих, робот, в отличие от ЧСИ, налагает арест только на один банковский счет в пределах суммы долга, тогда как ЧСИ арестовывает все счета.
В-четвертых, для удобства граждан доступна онлайн-оплата задолженности с автоматическим снятием всех мер обеспечения, это аресты. Таким образом, человеческий фактор полностью исключается. В-пятых, данный проект исключает необходимость контактировать с судебными исполнителями, все действия производятся онлайн, и не нужно предъявлять квитанции и прочие подтверждающие документы для прекращения производства и снятия арестов. Помимо цифровизации сферы исполнительного производства, проект позволил сэкономить гражданам порядка 7 миллиардов тенге в год. Ранее при несвоевременном погашении задолженности гражданам приходилось оплачивать частному судебному исполнителю дополнительно до 25% от суммы штрафа. С момента запуска Министерством юстиции цифровой судебный исполнитель возбуждено уже 13 812 упрощенных производств на общую сумму более 274 миллионов тенге. Необходимо отметить, что должники, которые произвели оплату в упрощенном порядке, сэкономили денежные средства на оплату деятельности частных судебных исполнителей, что составляет 25% от взысканной суммы в полном объеме, которая составила 7 миллионов 359 177 тенге. Также в рамках исполнения поручения главы государства, данных на заседании Национального Курултая Адлетты Казахстан, Адал Казахстан, 17 июня 2023 года о повышении правовой грамотности населения, молодежи и на встрече с представителями системы защиты прав человека 29 августа прошлого года о повышении правовой грамотности граждан Министерством юстиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа для населения. Так, в 2024 году Департаментом юстиции проведены акции «Народный юрист», «Юстиция консультирует», «День открытых дверей», «Дни бесплатной юридической помощи» по предоставлению правовой помощи и консультаций, организованные встречи с населением во всех районах области. За прошлый год Департаментом юстиции проведено 133 консультативно-разъяснительных мероприятий с общим охватом более 10 тысяч человек. Из них 59 выездов в отдаленные населенные пункты и 74 акции «День открытых дверей», «Юстиция консультирует», «Единый день приема граждан», «Народный юрист». С целью повышения правовой грамотности жителей сельских населенных пунктов на территории области открыты 142 кабинетов права, которые функционируют на базе уголков ЕГОВ в зданиях районных и сельских акиматов, в зданиях районных и сельских акиматов в центрах досуга. Кабинеты имеют полное техническое оснащение с доступом к информационно-правовой системе АДЛЕТ, базе данных «Закон» для ознакомления с действующими нормативно-правовыми актами, а также доступом к информационным системам ЕУТНШ, портал «Открытый НПА» и так далее. Енді сөзімді қорытындылай келе, Әділет департаменті әрқашан диалогқа ашық деп айтқым келеді, және біздің жұмысымыз бойынша ескертулер мен ұсыныстарды қабылдауға дайын екенін атап өткім келеді. Вы все знаете, что мы открыты для общения, Департамент юстиции, Министерство юстиции в свою очередь, поэтому граждане могут обращаться в адрес Департамента юстиции с какими-то разъяснительными характера вопросами по контактным телефонам, указанным в интернет-ресурсах. Также с 2011 года Министерством юстиции функционирует правовая информационная служба 119, которая оказывает бесплатные справочные и консультационные услуги по предоставлению правовой информации в круглосуточном режиме. Давлен, что добавить или вопрос? Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Спасибо за предоставленное слово. Пожалуйста. Касательно разъяснения хотел бы добавить. У граждан возникают вопросы, как взыскать алименты, связанные с разводом. Все данные действия касательно развода и взыскания алиментов указано в Кодексе о браке и семье, то есть родители, воспитывающие ребенка, подает в
в суд с иском обращается о взыскании алиментов после получения исполнительного документа предъявляет на принудительное исполнение к частному судебному исполнителю, либо в региональную палату. Одной из ролей частных судебных исполнителей это можно назвать исполнение судебных актов о взыскании алиментов. Как Маржан Маржан отметил, что здесь у нас взаимодействие очень налажено с уполномоченными органами, с надзорными и контрольными органами в целях оказания содействия в трудоустройстве безработным должникам по алиментам. У нас ежегодно в начале года составляются графики, и на ежемесячной основе проводятся ярмарки вакансий. Благодаря совместными усилиями за прошлый год, как отметили, трудоустроены около 300 должников по алиментам, и на сегодняшний день с указанных должников взыскивается зарплата на ежемесячной основе. Также имеются вопросы у граждан, как порядок взыскания алиментов. Законом четко установлен порядок взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Это на одного ребенка 1/4 части, на 2 детей 1/3 части, на 3 и более детей это половина заработка от должников и иного дохода. Если должник не работает, не трудоустроен, место работы не установлен и должником не предоставлены подтверждающие документы судебным исполнителем о том, что он где-то работает, то расчет долга идет из среднемесячной зарплаты на ежемесячной основе. Раз в квартал судебный исполнитель выносит постановление и определяет задолженности. При определении задолженности частным судебным исполнителем в рамках статьи закона принимаются все меры обеспечения принудительного характера. То есть первое — это определяет место работы, направляет на удержание зарплаты, принимает все меры ограничения, аресты, все аресты на имущество, также принимает меры по ограничению на выезд за пределы Республики Казахстан, после чего все эти принятые меры, если не дают результата, далее уже принимаются меры по привлечению указанных лиц к административной и уголовной ответственности. Спасибо, если есть вопросы. Вопрос самому. Қазақша айтайын ба орысша? Енді білесіздер, в рамках упрощенного производства Министерством юстиции в целом, я оговорилась, в докладе, 5 миллиардов уже на сегодняшний день сэкономлено денежных средств взыска должников. Упрощенное производство, оно чем хорошо? Что я как в докладе говорила о том, что экономия времени, нет контакта с онлайн, с визита к частному судебному исполнителю, не обязательно идти, потому что зачастую взыскатели, должники, боятся заходить к частным судебным исполнителям, ну и, наверное, не хотят каких-то других проблем. Поэтому здесь упрощенное производство, она дополняет в этом плане, оно выигрывает тем, что человеку не надо будет идти в палату частных судебных исполнителей, именно к частному судебному исполнителю. Тем самым экономия на сегодняшний день Министерством юстиции, Департаментом юстиции, сэкономлено уже 7 миллионов тенге взыскателей, почти, можно сказать, уже 8 миллионов тенге сэкономлено. Упрощенное производство у нас это робот-судебный исполнитель. Робот-судебный исполнитель заменяет обычного настоящего судебного исполнителя. Который ранее производил исполнительное производство по взысканию алиментов. А на сегодняшний день робот-судебный исполнитель сам проводит процессуальные действия по взысканию долгов. То есть это упрощается гораздо большую часть времени, и должники спокойно могут обращаться через базу судебного исполнения, робот-судебный исполнитель, и потом уже до 25% экономится, его денежные средства. То есть, если кратко, так.
Пожалуйста. Касательно каких документов там сказать это робот, чтобы люди поняли, а то не думают все документы касательно робота. Ну ладно, это потом дальше можно сказать. Мгм. Пожалуйста, вы вот упомянули в своем докладе по поводу как игроков, которые, вернее, должники, которые играют в азартные игры. Много ли таких вообще? Как их выявляют? То есть как с ними работают? Мгм. Это тоже интересный вопрос, потому что президентом страны недавно, буквально это в прошлом году, подписан закон об игорном бизнесе, который вступил в законную силу уже 9 сентября прошлого года. Поэтому теперь те должники, которые участвовали в азартных играх, которые играли в казино, они уже не смогут участвовать в этих азартных играх. И это должники, имеющие задолженность. Они не имеют уже возможности играть в азартных играх в связи с применением уже данного закона, внедрением. Потом здесь ответственность предусматривается самих руководителей азартных игр, то есть игорный бизнес, да, потому что предусматривается ответственность уже за нарушение требований законодательства. Это штрафные санкции в первую очередь, а если он продолжает нарушать требования законодательства, то уже лишается лицензии. Вот таким образом Департаментом юстиции совместно с частными судебными исполнителями прорабатывается вопрос, направляем запросы в букмекерские конторы для того, чтобы выявить тех должников по азартным играм, которые теряют деньги там, находясь, миллионные средства у них на долг несовершеннолетним детям своим. Вот. И мы выявляем электронные кошельки по задолженностям, которые они имеют на сегодняшний день. Угу. Это касается только алименщиков или вообще в целом должников? Или только алименщиков? В основном у нас алименты. Сейчас же вопрос по алиментам, да. А должники, в принципе, и по взысканию долгов тоже, дохода государства, тоже они могут играть. А в частности, у нас по алиментам сейчас работа проводится. Понятно. Хочу добавить, по этой части. Это не только касается алиментов, это по всем материалам, которые находятся на исполнении, частным судебным исполнителям направлены запросы в централизованные эти букмекерские конторы, которые находятся, все знаете, в основном мегаполисах, Алматы, Астана, в наших городах нету их. И мы запрос направляем, имеются ли счета какие-либо на указанных лиц. В настоящее время выявлены, где счета, и по всем этим счетам выставлены запреты на участие. И сколько вы можете озвучить цифру? Сколько у нас таких запретов? Около 20 у нас именно в части Павлодарской области. Павлодарской области около 20 счетов выявлено.